сами, как в кризисном центре, понимая, что в любом случае для населения понадобится психологическая помощь, 26 марта мы запустили сеть оказания психологической помощи. Не только по вопросам насилия, семейного насилия. Мы запустили сеть в целом для всех граждан. Когда человек, например, говорит о том, что ему нужна помощь именно продуктами питания, да, наши консультанты пытались спросить, а еще какие проблемы, да, например. Вот. И когда человек говорил о том, что есть проблемы в семье, то выяснялось, что есть случаи семейного насилия тоже. Когда мы выезжали за пределы Бишкека, там нас возвращали, но мы выходили из ситуации и искали людей, которые смогут с пропуском проехать. И мы с пропусками проезжали, потом привозили этих женщин. Спасибо, например, моим друзьям тоже, кто смог тоже в это время помочь. И я хочу сказать, что кроме этого мы еще обращались в республиканский штаб. Там есть группа волонтеров, которые развозят гуманитарную помощь. Они тоже нам помогали ездить к этим женщинам. В Бишкеке у нас нету кризисного центра, например, с убежищем, кроме Сизима. Но Сизим он закрыт на карантин, да? И поэтому мы обратились к бизнес-сообществу. У нас уже очень такой хороший опыт есть работы с бизнес-сообществом. И они смогли нам помочь. И, те женщины, которые оказывались в особо критических ситуациях, и ситуация складывалась даже угроза жизни и здоровью, мы их просто-напросто снимали им съемные квартиры и перевозили их туда. У нас есть место, где женщина может проживать, где, может быть, она обеспечена питанием. И со стороны бизнесменов, те, которые средства к нам поступают, мы уже покупаем самое необходимое. То есть это детское питание, памперсы, гигиенические принадлежности для женщин. Женщины стали обращаться. Это очень важно, да, и я тоже хочу передать, чтобы женщины не ждали, чтобы они не ожидали, что насильник изменится. На самом деле выход из ситуации есть, и поэтому надо обращаться за помощью. И есть сеть этой оказания психологической помощи, пусть обращается, да.